Как создать социальный бизнес, получать от государства поддержку и решать самые разные социальные проблемы в республике? Эти и не только вопросы обсуждали на форуме социальных инноваций и инициатив как опытные предприниматели, так и новички. В конгресс-холле Финно-Угорского этнопарка собралось более 200 человек. Программа была насыщенной. С утра до позднего вечера дискуссии, тренинги и мастер-классы. Среди экспертов гости из Москвы. Елена Кононова продолжит. В конгресс-холле Финно-Угорского этнопарка бизнес-сообщества со всей республики. И что отрадно, среди участников форума много молодых людей. Всех сюда привела одна цель – развитие социального предпринимательства. Сегодня в республике этим видом бизнеса официально занимается 72 человека. В 2 раза больше, чем годом ранее. И, судя по всему, желающих попробовать себя в таком деле будет еще больше. На форуме много начинающих предпринимателей. Они приехали, чтобы перенять лучшие практики. Бизнес-леди из Сыктывкара Татьяна Коржова готова поделиться своим опытом по созданию детского мини-города. Это мини-город для детей. У нас много локаций, 13 локаций, 43 профессии. Детки перевоплощаются, пробуют себя в различных профессиях, при этом еще получают зарплату, которую могут у нас потратить. У Андрея Осиповского проект пока на стадии реализации. Социальный предприниматель из Усинска получил грант Минэкономразвития региона. Часть средств добавил сам бизнесмен. Оборудование для осуществления задумки уже в пути. В рамках данного проекта будет создана спортивная лаборатория, в которой ребенок будет проходить порядка 40 тестов психоэмоциональных, физических, антропометрических, очень много. Это большая батарея этих тестов, и с помощью которой мы сможем спрогнозировать, в каком виде спорта он добьется максимальных результатов. Как открыть свой бизнес, который будет не только приносить доход, но и помогать людям, как получить статус социального предпринимателя, а также на какие преференции можно рассчитывать. Для начинающих на форуме целый курс ликбеза. Один из экспертов – представитель фонда «Наше будущее». Организация уже 15 лет поддерживает социальных предпринимателей регионов. Беспроцентные займы, финансирование, премии лучшим, обучение. Инструменты поддержки самые разные. Но сегодня в новых условиях придется перестраиваться на антикризисную программу, чтобы сохранить то, что уже создано. Допустим, в 2020 году всех пересаживали на Инстаграм. Всех учили, что надо переходить в онлайн. Если даже у вас нет онлайн каких-то занятий, курсов и так далее, нужно искать, нужно уметь с этим работать. Сейчас предприниматели нам говорят: вы нас пересаживали на Инстаграм в 2020 году, а что нам теперь сейчас делать? Куда нам идти? Как нам не потерять клиентов? У нас есть одна аудитория в Инстаграм, другая ВКонтакте. Как это? И мы сейчас пытаемся понять, то есть пытаемся найти тех экспертов, которые могут вот в этих новых условиях подсказать, что им делать. В новых реалиях придется учиться вести жесткие переговоры, говорит эксперт из Москвы Игорь Рызов. Бизнес-тренер популярный не только в нашей стране, но и за рубежом. Его методические пособия переведены на 12 языков. Он рассказывает предпринимателям, как держать свои эмоции в узде и договариваться с агрессивно настроенными партнерами. Поэтому в первую очередь нужно научиться справляться с эмоциональным состоянием своим. Надо научиться управлять эмоциональным состоянием оппонентов, которые тоже находятся в раздрайве, и у каждого есть свои мысли, чувства, эмоции. Ну и третье, нужно понимать, что сегодня нужно побольше договариваться, именно договариваться. Многие не могут этого понять сейчас, и я слышу постоянные вопросы, что а вот как мне пойти, как снизить, как повысить аренду, как добиться. Ребят, сегодня надо договариваться. Кто это поймет, те пойдут вперед, хотя и не без сложностей, отмечает эксперт. И в этом профессионалы готовы помочь каждому желающему. Собственно, для этого и существуют такие форумы, где обязательно появляются новые идеи и проекты. После этой встречи, уверены организаторы, социальных предпринимателей в республике будет еще больше. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.